Значит, сегодня урок у нас посвященный Asana. Asana — это довольно стандартная система управления проектами. Если вот, не знаю, кому-нибудь приходилось заниматься, во многих организациях по всему миру, значит, внутри, в корпоративной среде, для того, чтобы оптимизировать работу над проектами, применяются специальные приложения, специальные сервисы, которые помогают людям работать вместе. И вот такие системы как раз называются системами управления проектов. Есть сложные системы управления, есть попроще. Ну, например, из сложных это, например, какая-нибудь Jira. Из известных также есть система управления Basecamp. Есть Bittrex24 в России, популярная система управления проектами. И вот совсем, в общем-то, недавно появилась еще одна, называется Asana. Asana — это система, которая... Так, значит, да, вот мы вошли в Asana. В чем особенность Asana? Разработчики Asana попытались пойти по пути, прям вот упростить все до невозможности. И за основу работы взяли обычные списки работы с задачами. Ну, то есть у каждого из нас, наверное, там в телефоне есть какие-нибудь списки, напоминания какие-нибудь, задачи. Ну, то есть есть список, есть галочки. Кого-то хорошо слышно? Можно, в принципе, микрофон отключить, наверное. Вот. Значит, ладно. Это, то есть, обычные таски, но для коллективной работы. И, как оказалось, вот в нашем примере, это действительно очень удобно. По сути, когда ты для себя делаешь такие таски, ты работаешь точно так же. Но здесь ты делаешь это для некой группы людей. И работают они вместе, в принципе, точно так же. Вот, как раз, значит, когда мы впервые входим в Asana, мы видим те задачи, которые поставлены на меня персонально. То есть, где я являюсь ответственным за решение этой задачи. Этот человек может быть только один в каждой задаче. Точно так же, что еще здесь в Asana есть? Если вот мы посмотрим боковую панель, здесь мы видим список проектов нашей организации. Вот если мы это посмотрим, вот видим организация. Вот Bashkort.org — это организация каждому профилю может быть присоединено несколько организаций. Например, у меня могло быть здесь Bashkort.org и еще что-то, какие-то еще другие организации. Я могу одновременно с ними работать, но в нашем случае у нас бесплатный аккаунт, поэтому организация только одна. Внутри организации есть проекты. Как видите, у нас их много. И, в общем-то, что такое проект? Проект — это группа неких задач. Вот здесь мы видим задачи внутри проекта. Вот если мы... Причем бывает такое, что одна и та же задача может принадлежать нескольким разным проектам. Вот для примера, вот здесь у нас есть задача, в которой показана Bashkort.org. Она показывает, что также эта задача принадлежит проекту Bashkort.org. Вот. Итак, посмотрим внутрь каждого проекта. Значит, проект из себя представляет обычный чек-лист.
чек-лист, то есть список задач. И в списке задач мы видим название этой задачи. Вот, например, посмотрим, например, такую задачу. Домашнее задание по MailChimp. Прошлое задание у нас, прошлый урок у нас был посвящен MailChimp. И после этого я нашим координаторам поставил, дал домашнее задание и оформил это в виде задачи. И вот как раз вот эта задача. Ответственным за нее являюсь я, потому что задачу ставил я. Значит, здесь я формулирую суть. Здесь, значит, вот заголовок этой задачи. Он как раз отображается в списке. Дальше идет описание этой задачи. Вот я формулирую всю суть, что нужно сделать, собственно, что в рамках этой задачи нужно сделать. Подробное описание. Чем лучше вы описываете задачу, тем, наверное, выше шансы, что ее поймут и сделают. Я стараюсь не ставить задач, чтобы там не было вообще никакого описания, потому что это бессмысленно. Если ты не можешь какой-то задаче добавить описание, то либо такая задача не нужна, либо тот человек, которому эту задачу ставят, она должна быть абсолютно понятной. Значит, описание. Описание — это то, что добавляет человек, который создал, либо тот человек, который редактирует эту задачу. Значит, дальше идут комментарии. Здесь зона комментариев. Это на самом деле удобная штука, потому что, как правило, в командной работе над одной задачей может принимать участие много людей. Она может переходить от одного к другому, она может... И чтобы все эти знания не терялись, как раз нужно, чтобы все это хранилось в одном месте, в одной задаче. Чтобы, вот, например, сейчас задача стоит на мне, а вдруг есть необходимость переставить ее на другого человека. Я, например, сейчас возьму и переставлю ее на Марата Ахмедшина. Вот, все. За эту задачу теперь отвечает Марат Ахмедшин. И здесь все логируется. Логируется, все комменты оставляются тут. И когда, например, эту задачу поставили на человека, который еще не имел с ней дела, он может почитать описание, посмотреть все комментарии, он может найти здесь все необходимые файлы. Что с этой задачей происходило, чтобы ему не приходилось объяснять это повторно. Это очень важно, потому что если у вас на проекте получается так, что все вопросы решаются в обход системы управления, то, может быть, вам вообще эта система управления не нужна. И если вы уж взялись организовать работу с помощью такой штуки, то надо стараться делать все по-правильному. Например, здесь вот не видно файлов, но я сейчас вот добавлю для примера файла. Значит, смотрите, файлы можно прикреплять несколькими способами. Можно загрузить файл с компьютера, можно добавить файлы из Dropbox. Asana будет работать с Dropbox как с приложением, то есть оно будет как приложение, серверное приложение внутри Dropbox и будет автоматически подтягивать оттуда файлы. Точно так же она работает с Google Drive и еще с одним облаком Box. То есть все самые популярные практически здесь представлены. Ну вот в моем случае я могу сейчас, например, с компьютера взять какую-нибудь папочку, какой-нибудь файл, так, например, логотип. Как видим, вот файл загружает сюда. Если действительно по задаче необходимо работать с какими-то файлами, то это все нужно загружать туда,
чтобы у людей, которые с вами вместе работают, не было потом проблем, если, чтобы им не приходилось там искать в разных местах, а вдруг он мне отправил там скайп, или он мне ВКонтакте где-то отправил, я что-то вообще не помню ничего. Если есть какая-то деятельность по задаче, лучше всего, если она отображается в этой задаче. Если вы, например, достигли каких-то промежуточных результатов по задаче, то не поленитесь, зайдите, напишите комментарий. Я сделал то-то, то-то. Или что-то там не получилось по такой-то причине. Вы заходите и здесь это отражаете. Вот. Причем все изменения по задачам приходят людям, которые участвуют в решении этой задачи. Вот здесь они отображены как фолловеры. Если по-русски, это те люди, которые следят за ходом решения этой задачи. Вот здесь их сразу несколько человек. Вот я написал тест, и все они сейчас на почту получили это сообщение. Это очень важно, потому что получается, кому надо, все, кто участвует в процессе, должны быть в курсе того, что происходит. Если бы вы делали это, например, в другом месте, вам пришлось бы каждому отдельно, там, если, например, ВКонтакте, если вам либо пришлось бы там в чате где-то отписываться, либо писать всем отдельно, всех оповещать, вот, типа вот что-то то-то произошло там, или нужно собраться там, или какие-то такие вещи. А здесь вам достаточно просто написать. Так. С файлами разобрались. Значит, еще один важный момент внутри задачи. Можно создавать бесконечное количество, бесконечного уровня вложенности под задачу. Вот под задачей здесь это вот этот значок Subtasks. То есть нажимаем и смотрим. Здесь внутри задачи появился такой же чек-лист, как внутри проекта. Я его точно так же сейчас назову тест. Вот задача с названием тест, и она, получается, подчиняется вот этой большой задаче. Вообще, в принципе, часто бывает такое, что у тебя есть какая-то, например, одно большое задание, и внутри него мелкие какие-то задачи. И большое задание решается тогда, когда решены все мелкие. И эта задача ничем не отличается от родительской, она точно такая же, мы можем туда перейти. Вот мы перешли, и все, мы внутри, мы на следующем уровне вложенности. Это точно так же, как в операционной системе можно папку в папку создавать, да? А здесь то же самое. Вот. И мы видим родительскую задачу, домашнее задание по MailChimp, это родительская задача, мы можем обратно перейти, или можем продолжить редактирование этой. Вот здесь мы вводим описание, то есть мы начинаем уже по этой задаче создавать какие-то вещи. Пользуйтесь подзадачами, потому что если действительно что-то большое внутри задачи, лучше поделить это на сегменты, чтобы, например, раздать ее, чтобы поделить ответственность между разными людьми, чтобы один, например, мог заниматься тем-то, другой тем-то, но в целом это все внутри одной задачи. Вот эта иерархия, она поможет соблюдать какой-то порядок внутри проекта. Вот в нашей практике уровень вложенности какой? Максимум внутри одной задачи, внутри проекта есть какие-то подзадачи. Но редко бывает, что внутри подзадачи, например, еще подзадачи. Но такое возможно. Раз я создаю внутри задачи тест, сейчас я создал подзадачу тест 2. Так, переходим обратно на родительскую. Вот, и здесь мы все это видим. Мы можем назначить, да, вот ответственных людей мы можем назначить разных. Например, для этой задачи Альфия будет ответственна, для теста задачи.
Что еще здесь есть важно? Наверное, важно еще... Мы пока не так часто этим пользуемся, и мы часто нарушаем дедлайны, но по-хорошему, конечно, у любой организации должен быть некий график решения задач. Вот здесь, если мы нажмем на календарик, мы как раз видим, до какого срока эта задача должна быть решена. И здесь мы выбираем какую-то дату, время. Время, в общем-то. Я надеюсь, все разбираются в том, как Asana еще пока не локализована на русский, поэтому многие вещи даются так, как это делается у американцев. То есть, например, время показано в английском формате. В общем-то, сложности никакой нет. PM это вечер, AM это, то есть, до полудня. Какие еще есть важные вещи? Значит, можно добавить теги к задаче. Например, если у вас какой-то супер громадная организация и там просто там распределять задачи по иерархии не получается, что потом концы с концами не найдешь, вы можете там, например, сейчас я, например, создаю тег домашка, например. То есть, если я в другом месте, например, по текущему уроку вам сейчас тоже создам задачу домашка, то я могу тоже туда добавить тег, а потом, когда буду в поиске искать, вот поиск, например, домашка. Вот, видите, у меня этот тег показывает. Он мне покажет все задачи, которые есть в этом теге. Это удобно. Так, бывает такое, что, например, вы видите задачи, вы, например, участвуете в каком-то проекте, вы видите задачи, которые поставлены на других людей. Например, все, кто участвует в проекте Bashkort.org, вот координаторы, которые есть в нашей Asana, они все могут видеть весь список задач в проекте Bashkort.org. И вы видите, например, чужую задачу, и вы можете показать, что хотите предложить ему свою помощь в решении этой задачи. Вам достаточно нажать на сердечко. То есть я в этот момент сообщил Марату, что я могу помочь ему с решением этой задачи. Вот что это означает. Такие вещи, как тайм-трекинг и прочее, мы пока делать не будем. То есть, в принципе, тайм-трекинг — это можно отмечать, сколько времени занимает решение этой задачи. Вот. Это отдельный сервис, которым мы не пользуемся, но можно там зарегистрироваться и использовать. Я так понимаю, что это работает как диаграмма Ганта. То есть можно видеть, сколько времени и когда, чего, как решалась задача. Все отображение, визуальное отображение. Мы этим не пользуемся. Что еще можно сделать в задаче? Задачи можно удалить. Можно удалить все подзадачи. Можно создать копию задачи. Можно распечатать. Можно объединить с другой задачей. Бывает такое, что, например, параллельно создана одна и та же задача в разных местах. И по той и другой, например, есть уже какое-то обсуждение, какие-то результаты. Если это одно и то же, вы можете найти эту задачу и объединить. В принципе, довольно просто делается. Вот, то есть
вы нашли задачу, например, вы хотите объединить. Вы если нажмете на это, то та задача исчезнет, и все обсуждения по ней переместятся в эту задачу. Обсуждения, файлы, вообще все-все-все. Мы этим не часто пользуемся, но может пригодиться. Значит, как одна задача может принадлежать двум разным проектам? Вот, например, сейчас у нас есть эта задача стоит в проекте Bashkort.org, можно добавить ее к другому проекту. Нажимаем плюсик. К примеру, это просто пример. То есть вот я выбираю из текущих задач, и вот она добавлена. Эта задача теперь существует параллельно в двух проектах. Если какой-то проект, например, там ведут другие люди, они теперь ее тоже будут видеть. Да. То есть, если вот на каждом проекте у вас разные команды, можно сделать так, чтобы они были видны обеим командам. Так, ну окей. Что еще важно здесь было? Можно, вот если у вас, например, какая-то задача разрослась, ну, реально она уже вышла за рамки своего проекта и превратилась в нечто большее. Ну, например, вы делали какую-нибудь клавиатуру для андроида и параллельно внутри создали, например, какой-то словарь. А словарь взял и разросся в какой-то отдельный проект, ну, который уже явно больше, чем эта клавиатура, и может жить автономно. И по ней уже, например, много результатов. Вы можете конвертировать ее в отдельный проект. Для этого вам нужно нажать Convert to a Project. После этого эта задача появится вот здесь в списке проектов. Значит, здесь в Asana огромное внимание уделяется поиску. Как правило, все задачи ищутся с помощью поиска. Сидеть и копаться в списках по конкретному проекту, нет, это можно тоже сделать, но, как правило, ты знаешь, о чем идет речь задачи, там хотя бы пару слов. И ты можешь быстро, например, найти эту задачу. Сейчас мне достаточно ввести Damage, и вот он мне сразу находит эту задачу. Это реально удобнее, чем сидеть и копаться там, куда-то что-то найти. Вообще в Asana предусмотрено, что можно вот эту боковую панель закрыть. И все это минималистично теперь выглядит. Я вижу только список по тому проекту, в котором работаю. Ну, как правило, ты сидишь в одном проекте, или там ты смотришь список своих задач. Вот это самое распространенное. Вот, например, у меня задач вообще очень много, большинство из них просроченные. Вот. Так что мне еще есть чем заняться, прежде чем я буду сидеть, копаться там в проектах. Значит, когда мы добавляли задачи в календарь, это не просто так было. Мы могу смотреть вид отображения календарь. То есть, иногда это удобно, потому что ты, например, сделали планирование на какое-то время, например, на месяц или на неделю, и смотреть, какие дни загружены, как загружены. Это действительно удобный вариант отображения. Можно искать файлы, которые я, например, загрузил. Вот как раз. Почему-то он не показывает. Видимо, речь идет о тех файлах, которые находятся в этих задачах, которые поставлены на меня. И ни в одной из них файлов нет. Но если бы они были, я бы мог их увидеть вот здесь.
Задачи можно фильтровать. Значит, по умолчанию отображаются незавершенные задачи. Можно отобразить также завершенные задачи, то есть в течение какого-то периода. Можно отобразить задачи по проектам. Вот, например, вот так. Можно отобразить задачи по времени. Вот так. То есть они отсортированы сейчас по времени. В общем-то, можно свои фильтры создать. Вот, то есть customizable customize view, то есть можно создавать свои фильтры. Теперь очень важная вещь, понятие в Asana — это inbox. Inbox, то есть это входящие сообщения. Если вот видите, то у меня здесь индикатор горит на my inbox. Это значит, что кто-то отписался по задаче, и я еще не получил, то есть не прочитал. Значит, и вот как раз я захожу туда и вижу, кто мне что написал. Вот последний мне написал Марат. Я могу увидеть эту задачу. В приложениях на телефонах и планшетах инбоксу уделяется тоже много внимания, потому что там вы работаете как раз больше со входящими, чем с какими-то списками задач. То есть вот какой-то поток входящих сообщений. То есть как в почте. В почте вы чаще всего работаете со входящими, а не с какими-то другими папками. Не с отправленными, не с архивом почты, не со спамом. Чаще всего вы работаете со входящими. Здесь то же самое. Что можно здесь сделать, собственно? Например, я что-то увидел. Я могу видеть, что, например, какая-то задача завершена. Я могу видеть, что кто-то отписал коммент. Причем я вижу сразу все эти комментарии последние. Это очень удобно, чем сидеть и искать конкретную задачу. То есть я вижу здесь все оповещения. Я могу сразу ответить по конкретной задаче. Ну и вижу, например, задача завершена, все, мне больше не нужно видеть, я могу ее заархивировать. Нажимаю архивировать, все, она больше не отображается. Но я вообще потом ее могу видеть обратно. Нажимаю архивированное. Вот архив. Все, что я заархивировал, перебрасывается сюда. Так, вот, и вот как раз наша любимая задача, домашнее задание по умолчанию. Кто-то отписался по ней, и я вот как раз вижу, кто что написал здесь, последний. Можете посмотреть, как это выглядит, если у кого-то установлен Asana, можете посмотреть, как инбокс выглядит на телефоне. Это реально первый экран. Вы открываете приложение, и там у вас сразу инбокс. То есть реально инбокс — это важная вещь, особенно на ваших телефонах. Я вообще всем рекомендую, всем, кто пользуется Asana, установить у себя на телефоне как раз приложение родное. Это поможет вам более оперативно работать с задачами. Значит, если вы пользуетесь только десктопной версией, это примерно то же самое, как иметь только стационарный телефон. Вам что-то отписали, срочно какой-то ответ нужен по задаче, но пока вы не доберетесь до компьютера, вы не сможете этого сделать. Это не очень удобно. Поэтому, если у вас Android или iOS, то обязательно нужно установить, по-моему, даже Windows Phone, обязательно нужно установить на телефоне, так работать будет удобнее. По крайней мере, с телефона вы хотя бы можете в нужный момент оставлять комментарии, отписываться или видеть, что на вас поставлены какие-то новые задачи.
То есть нет смысла пользоваться только десктопной версией. Это это комплексный сервис, нужно пользоваться всеми его возможностями. Так, значит, с инбоксом разобрались. Вот здесь есть плюсик для создания новых задач. Вы могли создавать задачи как внутри проектов, например. Если, например, вот я захожу в проект, вот здесь я могу внизу просто взять и добавить новую задачу. Просто здесь написано, просто начните писать. Вот, я беру и начинаю писать. Все, задача создана. Можно создать задачу, нажав плюсик здесь. Вот так. И здесь он вам предлагает, значит, какая здесь структура. Во-первых, нужно выбрать, на кого она ставится. Например, я сейчас Марата выберу. В каком это проекте. Это не обязательно, но можно это выбрать сразу. Название задачи. Описание можно добавить. Ну, можно по минимуму, можно по максимуму. То есть вот здесь все очень гибко делается. Можно сразу добавить тех, кто следит туда за ней. Всегда добавляйте в проект. Почему? Потому что если вы не хозяин, ну, вот как, например, получается, создатель проекта Bashkort.org, вот в данном случае в Asana, это я, то есть это какой-то один конкретный человек. Если у вас, если вы не являетесь администратором какого-то проекта, когда вы поставите какую-то задачу, она будет висеть, по сути, только на вас. Если вы не проставите вот здесь проект. Но проект вы можете проставить так же, как я. Вот я написал Bashkort.org, вы точно так же. Если вы внутри организации находитесь, вы любой проект можете добавить. И всегда это нужно делать. Все, создаю задачу. Вуаля. Она здесь. Только здесь она добавилась наверху. В общем, давайте дальше. Так, мы разобрали, как создавать задачи, из чего состоит проект. Так, вот создали задачу. Как создать проект? В общем, создание задачи, это вот нажимаем на плюсик над задачами, над списком задач. И здесь, в общем, простая форма. Нужно ввести название проекта. Можно добавить описание. И кто видит этот проект? Ну, в нашем случае у нас есть одна организация. Например, проект открыт для вот этой организации. Он показывает. То есть, если я сейчас создам, все, кто у нас есть, они все будут видеть. Все, проект создан. И вот он начинает отображаться здесь справа. Задачи можно перетасовывать. Например, я его могу поставить здесь, наверху. В каждом проекте мы видим, например, если я проект открою, я вижу прогресс задач. Вот здесь, например, вот сколько задач поставлено и сколько задач было решено. То есть, чем сильнее нижняя вот эта линия догоняет верхнюю, тем, значит, лучше у вас идут дела. Вот, например, у нас решена половина задач. Это, в общем-то, неплохой показатель. Значит, проект живет, и все по нему нормально. В проекте точно так же отдельно можно посмотреть календарь. Именно конкретно для этого. Не ваши задачи, а для всего проекта календарь. Всех людей, которые участвуют. Ну вот мы видим как раз. Тоже очень удобно.
какие есть файлы в проекте, вот тоже можно увидеть. Вот тот файл, который я прикреплял к задаче, он здесь отображается. Но основной, конечно, это все-таки список. Самое удобное. Можно вставлять статусы по конкретному проекту. Просто напишу: идет работа. Сейчас никто не будет оповещен, но можно добавить, кого оповещать об изменении статуса. Например, я могу добавить хоть всех. Добавляется легко. Все. То есть мы видим статус проекта, что происходит. И люди, которые здесь добавлены, будут все это видеть. Можно назначить, кто отвечает за этот проект. Например, сейчас у нас Марат будет отвечать за этот проект. Все, Марат теперь ответственный за этот проект. Так, далее. Что такое организация? Как управлять организацией? Тоже важный вопрос. Например, особенно вот для тех, кто участвует в уроке, но не работает, например, на башкирских проектах, просто, может, какие-то свои хочет создать. Вот. Здесь можно управлять списком людей. Список либо вот так отображается, так же, как и проекты. Можно его отобразить вот в таком виде. И обычно вот бесплатных проектов до 15 человек можно добавить. Я, например, сейчас для теста могу самого себя добавить. Свой другой адрес. Вы вводите почту. Вводите почту. Вводите имя. Имя, фамилию, как вам удобно. Это важно, потому что лучше сразу ввести, потому что потом вы будете, когда ставить задачи, поиск идет по имени. Например, вот у нас здесь кириллица написано. Раиль, например, написался латиницей. Чтобы ввести Раиля, приходится сюда переключаться. Так. Добавляем. Все, этому человеку на почту отправляется уведомление. И он должен принять это приглашение, чтобы попасть в этот проект. Он может быть уже зарегистрирован в Asana, там, находиться на других проектах. Но чтобы добавиться именно к вашему проекту, вот только вот таким образом. Людей можно, естественно, убирать из проекта. Да. Здесь это как раз окошко управления. Это вот название организации. Но мы ничего этого менять не будем. Все устраивает. Здесь как раз показан пример. Так. Можно некоторые проекты делать избранными. Вот. Здесь Windows Phone сделан избранным. Для этого просто нужно здесь галочку поставить, звездочку нажать. Вот. Так, что еще интересно есть? Есть такая штука, как Conversations. То есть Conversations — это обсуждение. Вот. Как-то я здесь... мы применяли эту штуку только однажды. Такая опция в Asana появилась, в общем-то, не так давно. Можно, то есть, всем писать какие-то большие сообщения, послать. Вот я, например, послал сообщение о том, как
как советы для работы, советы для координаторов, какие-то основные какие-то правила расписывал. Все участники могут посылать всем остальным вот такие глобальные какие-то оповещения. Обсуждения. Можно создавать свои обсуждения. Например, вот можно начать вот другое обсуждение. В каждом из этих обсуждений есть свои комментарии. Вот я могу сейчас своему же посту добавить. Это, в общем-то, как посты в социальных сетях. Оповещают все. Вот в данном случае никто не будет оповещен. Можно и оповестить. Вот. А когда посты пишутся, оповещаются все. Вот кто здесь в этом проекте участвует, они все будут оповещены. Вот здесь также есть календарь всей организации. Здесь отображаются все задачи, которые поставлены внутри организации. Тоже очень полезная штука, чтобы увидеть все проекты сразу. Так. Ну, наверное, в общем-то все по Асане. Я бы, конечно, хотел разобрать еще и мобильные версии, но пока у нас нет технической возможности продемонстрировать, как это все работает. Вы можете, каждый из вас в отдельности может зайти, скачать себе приложение на телефон и попробовать посмотреть, как все это работает. Принципы все те же самые, функционал весь тот же самый. Поэтому у вас сложности... Там просто управляется немножко по-другому. В iOS по-своему управляется, в Android немножко по-другому. Но принципы остаются теми же самыми, которые есть в веб-версии. Сейчас давайте, наверное, задавайте свои вопросы, кому что непонятно, и в течение 10 минут я буду отвечать на ваши вопросы. По очереди включайтесь. Меня слышат все? Ни у кого нет вопросов? Алло. Я слышу. Вопросов нет. Нет вопросов? Ну да, в общем-то, Asana довольно простая штука. И просто нужно всем, кто работает с ней, просто нужно четко уяснить для себя вот эти все моменты, как что работает. Принципы вот прям очень простые, универсальные. Везде все работает одинаково. И сущности всего несколько. Это реально очень удобно, в отличие от других систем управления проектами. Может, у кого-нибудь другого есть вопрос? Марат? Может быть, у кого-то были вопросы, координаторы, например, уже работали же с ней? Приходилось уже работать? Может, у вас из прошлого остались какие-то непонятные места? Так, ну хорошо. Раз, наверное, вопросов нет, наверное, на этом урок наш сегодня завершен. Я позже поставлю всем какие-нибудь домашние задания координаторам нашим. Да, попробовать что-то сделать в этой Asana. Но многим это не имеет смысла, потому что кто-то уже очень хорошо работает в ней. Но для тех, кто пока еще не опытный, я поставлю задачи. Ну, а общее задание задание для тех, у кого есть iOS и Android, скачать приложение и там поковыряться. Вот домашнее задание. Ладно, в общем, спасибо всем, кто пришел.
Спасибо всем, что слушали, несмотря на несмотря на технические все эти проблемы. Вот. Я думаю, что нам такие занятия помогут отточить работу в команде через интернет. Будущее все за такими штуками.